Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух, дорогие телезрители и слушатели. Мы рады приветствовать вас в новом выпуске нашей серии подкастов. И сегодня у нас в гостях знаменитый мусульманский ученый современности Муджтахид, шейх Саид Фуда. Ассаляму алейкум, уважаемый шейх. Впервые ли вы посетили Болгарскую исламскую академию и посещали ли вы до этого Татарстан? Или это ваш первый визит? Да, слава Аллаху, это мой первый визит в Казань и в вашу республику, у которой, безусловно, богатая история. До этого я посещал Чечню и Дагестан несколько лет назад. Какое у вас сложилось впечатление в общем о Татарстане и о Болгарской исламской академии? Да, я посетил Болгарскую исламскую академию впервые. Я считаю, что это выдающийся проект, который пока еще в процессе начала своего становления. Но, тем не менее, я считаю, что есть все условия для его успеха. Безусловно, это начало становления академии, и она нуждается в дальнейшем развитии. Я уверен, что преподаватели и студенты Академии будут наращивать опыт и продолжать ее развитие. Молю Всевышнего об их успехе. Мое первое впечатление об Академии превосходно. Говоря о Татарстане, я не был в Казани до этого. Но мы знаем Казань по работам ученых, которых здесь было большое количество. Из самых известных из них — это Марджани, автор прекрасных, выдающихся многих работ. Среди них его комментарии к акиде Адудия и акиде Насафия. Также у него много работ, посвященных кораническим наукам и истории. Я действительно очень счастлив посетить страну, у которой есть такие ученые. И многие другие ученые, такие как Ахмад Хади Максуди, к примеру. А татарское мусульманское книгоиздательство, как на татарском языке, так и на арабском, было одним из первых больше века назад. И мы в арабских странах, в Иордании в том числе, часто видим копии книг, которые были изданы в Казани. И меня особенно обрадовало то, что здесь я увидел интерес и стремление людей возродить свое богатое наследие. Прошу Всевышнего преуспевания для вас в этой деятельности. Уважаемый шейх, какова роль разума в вероубеждении каждого мусульманина? Некоторые утверждают, что мусульманин должен слепо верить без всяких доказательств. И вытекающий отсюда вопрос, обосновываются ли шариатские предписания разумом? В действительности, этот вопрос поднимался многими людьми в наше время и был неверно истолкован ими, и основы его понимания были искажены. Когда Всевышний ниспосылал пророков и посланников, этих великих людей, избранных для наставления человечества, этим он не хотел, чтобы люди отказались от разума, с которым он их сотворил. Напротив, невозможно возложить предписание на любого отдельно взятого человека, если он неразумен, или если его разум неполноценен. Он сумасшедший или не в себе. Поэтому все ученые единогласно, я не говорю только о суннитских ученых, это единогласие всех ученых о том, что на ребенка не возлагаются обязательные предписания. Также и на человека сумасшедшего или страдающего психическим расстройством. Здесь очевидная связь, усмотренная учеными фикха, тафсира, хадиса и других мусульманских ученых, в том, что необходимо наличие разума у человека для обращения к нему с предписанием.
А иначе как можно представить, что Аллах обращается к человеку с повелением? Выстаивай молитву, постись, на тебя возложены 5 обязательств, а он неразумен. Как ты можешь сказать кому-либо, тебе следует верить в то или в это, в то время как не будет никакой возможности познать это, и не будет никакого подтверждающего аргумента? Поэтому мы видим в Коране безусловные указания и ясное разъяснение этого. И не следуй тому, чего не знаешь. Поистине, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу. То есть не следуй тому, что тебе неизвестно, то, о чем нет ясной информации. И здесь приводится слух, зрение и сердце. Сердце здесь подразумевается разум, то есть все это, и зрение, и слух, и разум — средства получения знания. И ответственность человека распространяется на знания, которые он получает посредством этих источников. Также Всевышний говорит: «Аллах вывел вас из утробы вашей матери, когда вы ничего не знали». Этот аят — обобщенное выражение теории познания. Аллах вывел вас, то есть человечество, каждый человек, которого Аллах вывел из утробы вашей матери, когда вы не знали ничего. Когда мы были рождены, нам ничего не было известно. И дальше аят продолжается. Он дал вам слух, зрение и сердце, чтобы вы были благодарны. Почему же Аллах наделил нас слухом, зрением и сердцем? Для того, чтобы мы познали, потому что Всевышний сказал: «Аллах вывел вас из утробы ваших матерей, когда вы ничего не знали». И после этого в аяте следует: «Он дал вам слух, которым вы различаете правду и ложь». Поэтому ученые сказали, что слово «слух» здесь подразумевает некое сведение. Так имам Насафи сказал: есть 3 средства познания творения, и перечислил к ним 5 органов чувств — верное сведение и разум. Поэтому слух в этих аятах подразумевает сведение. То есть прежде чем доверять какому-либо сведению, следует удостовериться в его подлинности. И вся информация, которую человек получает, так или иначе нуждается в подтверждении. Также в аятах упоминается сердце, которое подразумевает разум. Во многих аятах говорится: «Быть может, вы поразмыслите, может быть, вы уразумеете знамения для обладающих разумом». Поэтому невозможно сказать, что Всевышний возложил на людей предписания, при этом повелев им отказаться от разума. И ученые единогласны в том, что необходима аргументация к разуму. И они не делают допущения возможности верить человеку то, что вздумается. Безусловно, необходима аргументация, пусть самая бесхитростная. Обычно ученые приводят в пример бедуинов, говоривших, что след указывает на ходившего. Следы, которые видны на песке, указывают на то, что здесь кто-то проходил. Также они говорили: небо со звездами, земля распростертая, моря с волнами разве не указывают на слышащего и видящего Творца? То есть небеса и земля, планеты и звезды. Если разумный, кто скажет, что все это не указывает на Творца? Поэтому в Коране много аятов, призывающих использовать разум, чтобы размышлять и познавать. А утверждение о слепой вере, не апеллирующей к разуму, транслируется некой группой, в то время как ученые Ахлю-Сунна говорят обратное, и ни один из них не может согласиться с этим, так как это в корне противоречит доводам разума и откровения.
Во-первых, знание Всевышнего само по себе подразумевает наличие разума. Как иначе обращаться к атеисту? Когда кто-то не верит в Бога, разве все люди верят в Бога? Нет. Даже если кто-то верует в Бога, то, возможно, он приверженец другой религии. Или материалисты, которые не веруют в существование Творца. Как тебе, как мусульманину, говорить с ним об истинности ислама? Ты же не скажешь им, мол, Аллах сказал. Скажи, Он, Аллах, один. Они в основе не верят в Аллаха. Значит, тут необходим рациональный аргумент о существовании Аллаха. Поэтому ученые, обратившись к Корану и разуму, установили и извлекли группу доказательств в подтверждении существования Аллаха. Но утверждаем ли мы, что разум устанавливает шариатские предписания? Нет. Мы осознаем, и мы постигаем, и устанавливаем обоснование предписаний. Так, к примеру, у матуридитов разум не выносит самостоятельных установлений, а является средством постижения установления Аллаха. Что же касается установления Аллаха, то некоторые из них могут быть ясны и очевидны, и не нуждаться в посланниках, как говорят ханафиты, в том, что существование Аллаха может быть установлено одним лишь разумом. Если разумный, который способен сказать, что доказательство существования единого Аллаха равнозначно доказательством несуществования Аллаха или существования множества богов? Конечно, нет. Даже если такие утверждения высказываются, то они не воспринимаются всерьез специалистами в логике и философии. Не могут доказательства существования единого Аллаха и аргументы несуществования Творца быть логически равнозначны. Или аргументы в пользу того, что существует множество божеств, могут ли они быть равнозначны аргументам существования лишь одного Бога? Такое невозможно. Да, конечно, существуют разные толки и мнения, но людям свойственно заблуждаться. Но разумные люди, тем не менее, скажут, что аргументы в пользу существования Аллаха явно перевешивают. Сегодня мы видим, что некоторые научные теории подтверждают положение религии. Мы не нуждаемся в теологах, богословах, чтобы установить, что Аллах существует, и то, что этот мир произошел. А происхождение мира нуждается в Создателе. Сегодня есть теории физики, удивившие многих, согласно которым, как выяснилось, в результате исследований у Вселенной есть момент происхождения. А это значит, что был момент, когда ее не существовало, а затем она появилась. То есть у нее есть определенный возраст существования. То есть если возвращаться назад, то Вселенная начнет уменьшаться, пока не станет точкой, до которой нет существования Вселенной. И это называют возрастом Вселенной. Это смысл происхождения Вселенной, которая появилась из небытия. И это то же самое понятие происхождения, о котором говорят богословы и ученые ислама. А если мир произошел из небытия, случилось ли случайно это? Нет. Это невозможно. Таким образом, существуют доказательства, постигаемые разумом и закрывающие большой вопрос вероубеждения о существовании Всевышнего. Также аргументы о единственности Творца. Посмотрите на аят. Если бы были боги помимо Аллаха, то они пришли бы в беспорядок. А это аргумент для разумного, и Всевышний привел этот довод, чтобы люди поразмыслили. То есть мы не говорим, что этот довод заслуживает внимания только потому, что приведен в Коране. Нет. Даже если мы посмотрим на него в отрыве от Корана, если кто-то станет утверждать, что сунниты говорят о том, что разум устанавливает предписание шариата, то это неверно. Или если кто-то станет утверждать, что мы не нуждаемся в разуме для подтверждения обоснованности шариатских предписаний или тех или иных религиозных основ, то это также неверно. Такие утверждения противоречат Корану и Сунне, и рациональности. Как мы сказали ранее, если бы мы будем обращаться к человеку неверующему или не являющемуся мусульманином, разве не должны быть для этого рациональные доказательства, указывающие на истинность того, к чему ты призываешь? Тогда что же должно сподвигнуть его оставить свои взгляды и последовать твоим убеждениям?
Таким образом, безусловно, необходимы доводы и доказательства. Я уверен, что все это заведомо очевидно, но, к сожалению, находятся некоторые упрямые, твердолобые люди, которые непоколебимо противостоят рациональности по некоторым причинам, которые мы не станем называть. В общем и целом, для обычного образованного человека и для любого человека нужно понимать, что подход ученых Ахлю Сунна, ученых ислама в этом вопросе верен. А те, что делают упомянутые вами заявления, их доводы несостоятельны. Уважаемый шейх, следующий вопрос. Есть люди, которые задаются вопросом, почему мы в вопросах вероубеждения говорим, что есть слова ученого Ашари или ученого Матуриди, в то время как есть Коран. Почему мы возвращаемся к словам ученых, в то время как есть Коран? Безусловно, возвращение к Корану необходимо любому человеку. Но заметьте, что посланник Аллаха сказал: «Поистине, эта религия крепка, так проникайте в нее с мягкостью». То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Эта религия, то есть ислам, крепок, тверд». А затем сказал: «И проникайте в нее, углубляясь постепенно». Есть разные уровни понимания каждого аята Корана, поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на глубину этой религии фразой «углубляйтесь, проникайте» в хадисе о крепости ислама. В других своих хадисах он говорит нам: «Следуйте прямому пути и будьте умерены. Если же кто-то станет утруждать себя, стараясь достичь совершенства в деяниях, то религия непременно одолеет его. И в конце концов этот человек может обессилить и вовсе перестать выполнять религиозные предписания. То есть никто не сможет достичь совершенства в деяниях, и никто не обладает абсолютным знанием религии, кроме пророков и посланников». Если мы посмотрим на ученых, то увидим, что каждый из них, независимо от того, какие у него способности и возможности, специализируется в конкретной области. Нет ни одного ученого, который бы сказал: «Я являюсь муджтахидом во всех религиозных науках». Заметьте, имам Шафии, несмотря на то, что каждое его высказывание само по себе довод в науках, он не стремился быть муджтахидом во всех науках, несмотря на свое высокое положение и вес в научных кругах. Но, тем не менее, в чем он специализировался и стал выдающимся ученым? В фикхе и его методологии. Имам Абу Ханифа в начале своего пути занимался вопросами вероубеждения, а затем стал специализироваться в фикхе и стал видным ученым. Имам Бухари был знающим в фикхе и мог быть муджтахидом в нем, но он специализировался в науке хадисоведения. Также и Ибн Малик, имам Навави и другие ученые выбирали те области, которые были им ближе, потому что каждый из них понимал, что ислам неимоверно широк, и владеть абсолютным знанием в нем способен только посланник, которому внушаемо откровение. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знал об этом. И поэтому говорил, что среди его сподвижников есть те, кто разбираются в судопроизводстве, кто-то в наследовании, кто-то в вынесении правовых решений. Таким образом, они специализировались в разных областях знания. Почему же тогда в вопросах вероубеждения не должно быть людей, специализирующихся в ней? Конечно, они есть. Это рационально и правильно. Значит ли это, что все, что касается вопросов вероубеждения, должно быть доступно только ученым? Нет, напротив. Это не утверждается ни в одной из отраслей исламского знания, ни в тафсире, ни в фикхе, ни в вопросах веры, потому что каждая научная сфера подразумевает несколько уровней в силу глубины религиозного знания и самой религии. И есть уровни, доступные только большим ученым. Также среди сподвижников были муджтахиды и обычные сподвижники.
То есть не все они были муджтахидами. Многие сподвижники были простыми людьми, следующими за учеными из своей среды. Поэтому, если взглянуть на имена ученых-сподвижников, мы увидим не так уж и много. Учеными были лишь десятки из них. И каждый из них был специалистом в своей области. И это естественно для всех ученых, в какие бы времена они ни жили. Возвращаясь к вопросу, скажем, что любая наука, в том числе и наука о вероубеждении, содержит ясные и очевидные вопросы, которые доступны любому верующему. Например, вы спросите любого: «Един ли Аллах?» «Да», — ответит вам любой. Или «Всемогущ ли Аллах?» «Безусловно, да», также ответит вам. Так как каждый мусульманин знает, что что-то из Корана, и знает, что есть много аятов о том, что Аллах всемогущ. «Всевидящий ли Аллах?» «Да», — ответит вам. Есть много аятов о том, что Аллах всевидящий, всезнающий, всеслышащий. Все это очевидные качества. Но есть вопросы глубже этого, оперирующие гораздо более тонкими материями. Очевидные вопросы известны как простым людям, так и ученым. Так, некоторые ученые, говоря об иджме, обычно подразумевают под ним единодушие ученых по какому-либо вопросу, то есть именно ученых. Но некоторые ученые, к примеру, имам Бакиляни, говорили о том, что единодушие обычных людей имеет место быть в очевидных вопросах религии, потому что обычные люди владеют этими знаниями. Заметьте, он признал единодушие простых людей, но в каких вопросах? В очевидных вопросах религии или в ясных, бесспорных вопросах ислама. Но есть неочевидные вопросы не только в науке о вероубеждении. Например, фикх, детали наследования, скольким они известны. В этом разбираются лишь немногие. Но многие, тем не менее, знают, что в некоторых случаях мужчина получает 2 доли. Отец получает столько-то, сын получает половину и так далее. Такие простые вещи знают практически все, но детали наследования известны немногим. Составляющие ритуального омовения, например. Многие знают, что у ханафитов их 4, у шафиитов их 6. Но тонкости условий омовения нуждаются в разъяснении знающего ученого-факиха. Такая градация в уровнях знаний естественна. Поэтому, когда мы говорим, что обращаемся в вопросах фикха к 4 масхабам, к имаму Абу Ханифе, имаму Малику, имаму Шафии, имаму Ахмаду ибн Ханбалю. Это не значит, что никто не может выяснить установление шариата в каком-то вопросе, только обратившись к этим ученым. Но знание всех тонкостей вопросов фикха невозможно без обращения к ним. Почему? Потому что они являются муджтахидами. Можно ли обращаться к другим муджтахидам, если таковые найдутся? Да, конечно. Нет в этом никаких проблем. Здесь не идет речь о какой-то договоренности обращаться к этим ученым. Скажем, мы договорились обращаться к Шафии. Нет, дело не в этом. Мы обращаемся к имаму Шафии, к примеру, благодаря его бесспорному знанию, которое подтвердилось людьми. Так и имам Абу Ханифа, о котором говорили. Все люди — дети Абу Ханифы в фикхе. Говорил ли он это потому, что имам Абу Ханифа заставил его? Или его ученики Мухаммад Хасан Шайбани? Нет. Имам Шафии говорил это, убедившись в его знаниях и глубоком понимании, которое было очевидно и другим людям. Мы убедились, что это есть в фикхе. А что же в методологии фикха? Это присутствует и там. Как и в науке о вероубеждении. Везде действует та же система и тот же научный принцип. В науке толкования Корана, к примеру, многим людям известно толкование каких-то аятов Корана. Но если ты спросишь кого-то о тонкостях толкования аятов, то они скажут, что обращаются к тафсирам.
Джалялейн, Байдави и другим. Это происходит по причине все той же градации в уровнях знания. Есть вопросы в толковании Корана, которые понятны многим, а есть те, которые нуждаются в специальном разъяснении ученых. Эта градация не является исключением или чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому мы говорим о том, что если ученые признали имамов Ашари, Матуриди, Газали, Рази, Насафи, Джувейни, Бакилляни самыми знающими в области вероубеждения, то почему бы нам не обращаться к ним? И мы не говорим, что нам недоступно знание, кроме их знаний. Эти ученые помогают нам, упрощают для нас понимание возникающих вопросов. Все вышесказанное может быть ответом тем, кто задается поставленным вами вопросом. То есть то, о чем мы говорим, это свойство любого знания. Необходимо наличие ученых, которые бы выступали источниками компетентного мнения в той или иной области. Эти ученые, в свою очередь, передают свои знания своим ученикам, которые впоследствии также могут стать корифеями этой науки и послужат ее развитию. Вспомним имама Рази, да смилостивится над ним Аллах. Между ним и имамом Ашари около 300 лет, то есть имам Ашари жил гораздо раньше имама Рази. Но, тем не менее, мы говорим о Рази как об источнике в науке вероубеждения, несмотря на то, что он более поздний ученый. Потому что его компетенции и знания были подтверждены, и благодаря своим знаниям, работам и исследованиям он получил признание ученых и стал почти в один ряд с самим имамом Ашари, и даже возражал ему в некоторых вопросах. Если люди обратятся к науке о вероубеждениях, то им станет очевидна необходимость ученых. Сами же эти ученые никогда не запрещали исследований и вынесения решений другими людьми. Напротив, они призывали к этому. Они оставили свои исследования, которые привели к тем или иным выводам, изложенным в книгах. Нам же следует изучать их и основываться на эти труды, подтверждая достоверность выводов или опровергая их. В этом нет ничего плохого. Поэтому, естественно, наличие авторитетных источников в науке вероубеждения. И не стоит этому удивляться. Даже у наших оппонентов, скажем, ваххабитов, и они обращаются к источникам в науке вероубеждения. Иначе на каких основаниях они строят свои возражения? Когда мы говорим, что мы опираемся на имамов Рази, Джувейн, Бакилляни и других, они, в свою очередь, опираются на своих ученых. И мы не возражаем против этого. Мы полемизируем с ними в отношении состоятельности доводов, положенных в основу их позиции, изложенных Ибн Таймией или Ибн Абдуль-Ваххабом. Это наша позиция в их отношении. Что же касается задающегося озвученным вами вопросом, мы говорим, что такая система знания существует не только в шариатских науках, но и во всех остальных отраслях знания. И в мирских науках, к примеру, в медицине. Можем ли мы себе представить, что обычные люди будут давать медицинские заключения, ставить диагноз, назначать лечение? Естественно, что когда кто-то заболевает, он обращается к специалистам в медицине. Люди же не идут к факиху для того, чтобы вылечиться от коронавируса, к примеру. Он некомпетентен в этом. Мы даже не обращаемся к любому, который открыл клинику и самостоятельно лечит людей. Мы обращаемся к компетентному человеку. В этом и заключается значение муджтахида. Если возникает новый вопрос, решение которого неизвестно, мы обращаемся к муджтахиду, и даже не к простому имаму в мечети. Также и в науке о вероубеждении мы обращаемся к большим ученым. Это естественное положение вещей и устоявшаяся система, и нет нужды отказываться от нее или отрицать.
Такие попытки, по-моему, очень странные и вызывают только недоумение. Уважаемый шейх, благодарим вас за эту содержательную беседу и за нашу встречу с вами. Я был очень рад нашей короткой встрече и благодарю всех участвовавших в ее организации.